память подвигов наших дедов и прадедов, объявляется минут молчания. Из музея города Краснодоне, это уже у нас такой второй проект, второй опыт взаимодействия с этим музеем. Мы когда первый раз попали в этот музей, были впечатлены и масштабом, и той душевностью, с которой сохраняется подвиг молодогвардейцев. И у нас сегодня на нашей выставке есть и документы, письма, фотографии, связанные с историей подвига молодогвардейцев, личные вещи молодогвардейцев и портреты матерей, родителей, отцов, ребят, которые совершили этот подвиг. И я хочу предоставить вначале приветственное слово герою России. Можно вас спросить. Огромное спасибо, уважаемые товарищи, за предоставленное слово. 22 июня, конечно, мы отмечаем как День памяти и скорби, великой скорби всего нашего народа. 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Самая беспощадная, самая жестокая, самая разрушительная и самая кровопролитная за всю историю человечества. Война, которая длилась долгих 1418 дней и ночей. Война, которая унесла 27 миллионов жизней наших соотечественников. Война, в которой вражеские фашистские орды разрушили, сожгли и уничтожили более 170 тысяч городов и крупных поселков. Сожгли более 700 тысяч деревень и сел. Величайшая трагедия. И поэтому сегодня мы не просто скорбим. Мы сегодня, наше молодое поколение, старшее поколение, мы сегодня вспоминаем каждого бойца, каждого офицера Красной Армии, который героически сражался на полях Великой Отечественной войны. Те, которые шли в атаку, поднимались в бой как один. Так же, как и деды и прадеды в годы Великой Отечественной, бьются за свободу, бьются за нашу независимость, бьются за нашу правду и за будущее своих детей, за будущее своих внуков и правнуков. И здесь соединилась вся история нашего национального народа, самый высочайший дух, любовь беззаветная к своему дому, к своей родине, святая любовь. И в этом и есть священная миссия нашего многонационального народа. Скорблю вместе с вами, вместе с миллионами сегодняшних наших сограждан, о всех, кто сложил голову на полях сражений Великой Отечественной войны и погиб в тылу, в концлагерях и на оккупированных территориях. Сегодня мы и славим этот величайший за всю историю человечества подвиг. И за эту историю нам также нужно бороться в сегодняшних условиях и отстаивать правду для наших будущих поколений. Заместитель министра культуры Кинзянов Ильдар Саиджанович, тоже частый гость на наших выставках, на открытиях. Мы открываем сегодня особенную выставку, посвященную героическим ребятам молодой гвардии. Война их застала практически школьниками, совсем молодыми людьми, у которых были свои планы на эту жизнь, свои мечты, своя любовь. И когда брат пришел на землю Донбасса, они без всякой, по сути, организации, без команды, по велению сердца собрались, организовали
огромный трагизм вот этой истории молодой гвардии и огромный героизм. Наверное, ни в одной стране мира вот таких примеров нет. Беззаветного служения Родине, когда за ее свободу практически дети отдали свою жизнь. Слово человек, благодаря которому эта выставка открывается у нас в музее, человек, который является куратором и организатором этой выставки, член Общественной палаты Российской Федерации Республики Татарстан Ольга Ивановна Павлова. Огромное спасибо. Дорогие друзья, конечно, сегодня очень тяжелая дата для всей нашей страны. 85 лет назад началась Великая Отечественная война. Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. Это про нас, про каждого из нас, и я думаю, что у всех в семье есть свой герой. Сегодняшняя выставка необычная, и ценность этой выставки, наверное, не в количестве экспонатов, которые привезены сюда, и не в количестве людей, которые посетят эту выставку. Но я хочу сказать, что в Краснодоне эту выставку за всю историю посетили 14 миллионов человек. Цифры, конечно, впечатляющие. А ценность этой выставки, конечно, сохранение исторической памяти. Историческая память – это не только дата в календаре или мемориал. Это прежде всего система. Система – это поисковики, это архивные документы, это работа по воспитанию молодежи, это сами ветераны, которые еще живы, это их воспоминания. И если эта система работает, то, конечно, существует гражданская солидарность. А если ее нет, то возникает равнодушие. Сегодня мы все с вами собрались здесь для того, чтобы передать эту эстафету поколения от этих молодых людей к нашим героям сегодняшнего времени. Я благодарю Следственный комитет Российской Федерации. Благодаря им мы смогли вывести эту выставку, Центральный аппарат Следственного комитета. Но самое главное, мои дорогие земляки, сегодня ведется огромная работа Следственного комитета и Общественной палаты Российской Федерации. Директору Краснодонского ордена Дружбы народов Музея Молодой гвардии вам слово, потому что человек, который тратит огромное, Наталья Павловна, тратит огромное количество времени и сил, и действительно только в музее относится к сохранению памяти, это вот большой такой предмет для гордости. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья, коллеги, потому что тут очень много сотрудников музея, которые любезно предоставили нам свою площадь, чтобы мы представили выставку, которая называется «Верность и клятвы вашей бессмертия». Хочу, конечно, сказать слова благодарности и поддержать Ольгу Ивановну. Спасибо Следственному комитету, который действительно помог нам привести эту выставку сначала в Москву. Мы ее экспонировали в самом главном здании Следственного комитета Российской Федерации, представили эту выставку, где были курсанты Академии Следственного комитета. Ну а затем уже вот сюда Ольга Ивановна помогла нам привести выставку сюда, в Казань. Я первый раз здесь, в Казани, в этом городе. Благодарю всех, кто пришел сегодня на открытие этой выставки, посвященной деятельности нашей организации. Генеральному директору Национального музея Республики Татарстан Айрат Шамичев. Два слова буквально. Добрый день, уважаемые коллеги. Для нас большая честь принимать на базе филиала Национального музея, Музея Великой Отечественной войны, реликвии из музея Молодой гвардии. Я желаю всем, чтобы вы внимательно посмотрели, остановились у каждой витрины, подумали о том, что каждый экспонат что символизирует, обращая внимание на типографский набор молодогвардейской подпольной типографии, обращая внимание на знамя и обращая внимание на портреты матерей и отцов героев. В прошлом году, в 2025 году, мы на базе Музея Великой Отечественной войны делали выставку с копиями этих портретов, а сегодня эти портреты непосредственно оригиналы находятся вот в эти дни у нас. Большое спасибо всем организаторам, большое спасибо вам, Ольга Ивановна, большое спасибо Музею Молодой гвардии, большое спасибо коллективу Музея Великой Отечественной войны, Министерству культуры Республики Татарстан. И хотелось напомнить, что еще в 60-е годы была налажена
такая связь с Краснодоном. В 1967 году приезжал сюда живая легенда того времени, Георгий Арутюнян, один из 13 выживших молодогвардейцев. Последующие годы тоже эта связь не прерывалась. И вот здесь на этой выставке вы увидите такое окошечко Краснодон, взглянув на которое, хочется туда съездить и увидеть этот музей воочию. Вот. Ну и, конечно же, это одно из тех мест, музей Победы в Москве, Мамаев курган, музей Молодой гвардии. Это те места, которые обязательно, наверное, должны мы увидеть своими глазами, увидеть будущее поколение, увидеть все жители России так или иначе, хотя бы вот через такой экран. Говоря о зверствах, да, фашизма, о том, что 22 июня открылась, к сожалению, трагическая страница в истории нашей страны, да, и большое спасибо органам государственной власти, что сейчас принят закон о советском геноциде. К сожалению, 22 июня это вот первый день, когда открылась эта трагическая страница. И здесь вот Шурф представлен, да, слова о том, что тела бросали не в Шурф, а в наши сердца. Я еще хочу обратить внимание, что на Донбассе, в Донецке есть мало еще пока известная татарстанцам, может быть, да, музей Шурфа, Шурф 4/4, куда было скинуто 73 тысячи тел советских граждан. Да, вот задумайтесь об этом. Подписание соглашений между нашими музеями, между музеем, Национальным музеем Республики Татарстан и Краснодонским орденом Дружбы народов, музеем Молодой гвардии. Шамиль, прошу вас к столу. Наталья Павловна, к столу. У нас как раз такое важное, несмотря на то, что это уже не первый факт сотрудничества, но сегодня будет подписано соглашение между нашими музеями.